есть новые задачники по математике? Задачники по математике, да, Владислав, вот недавно только пришли. Математика для 11-классника 7-й Казанской гимназии Владислава Храмова и дело, и отдых. Ей почти все свободное время. И уже сегодня он один из 10 лучших математиков Евразии по итогам международного конкурса «Я решаю». Высокая конкуренция не помешала. В знаниях с ним соревновались более 5000 школьников со всей России и зарубежья. Олимпиадная математика отличается от школьной, что в каждой задаче там своя идея, которую нужно придумать, и каких-то технических подробностей, которые делают в школе, их очень мало. На достигнутом Владислав не останавливается. Сейчас он готовится пополнить сборную России на Международной математической олимпиаде. Всего победителями конкурса «Я решаю» стали 10 человек. 4 из них – татарстанцы. Математически вершину удалось покорить Юрию Потапову из 26-й гимназии Набережных Челнов. Я обычно начинаю за неделю-две готовиться к олимпиаде. Ну, там что-нибудь вплоть 5 часов в день, 4. Ну, это вот в лучшем случае. Бывает, конечно, меньше. В будущем Юра себя видит успешным программистом. Педагоги отмечают такой результат благодаря упорству и интересу к науке. Юра сначала не показывал таких способностей особых. То есть были заметны яркие дети в этом классе, которые были лучшими на олимпиадах. Но у Юры есть другое качество. Он очень самостоятельный. А самое большое количество баллов набрал Данил Сибгатуллин из 150-й Казанской школы. Чтобы стать лучшим в математике, у Данила уходит в день по 8 часов подготовки. Сейчас снова проверяет себя в деле на региональном этапе Российской олимпиады. Кружок – это 99% составил объема знаний, потому что школа – это самая базовая часть. Много времени уделяю сам подготовке. Среди всех, кого я знаю, он, наверное, один из самых умных. Ну, вот по математике. Достаточно много решает задачи, вот, и много тратит на это время, до конца пытается решить. Впервые по итогу международной олимпиады за самый высокий результат ученика отметили и преподавателя. Хорошие дети, видно, что выделяются здесь потенциал. Данил выделялся сразу, да. То есть он сам много всегда занимался, он умный, толковый, работоспособный. Невозможно только ходить на кружок там 3 часа в неделю и преуспевать. То есть человек все равно должен работать сам. Все победители, кто собирается поступить в технический вуз, могут это сделать без дополнительных экзаменов вне конкурса. В первый год обучения будут получать именную стипендию. Юлия Муратова, Диана Малярова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.